WhatsApp прислали мне QR-код совершенно незнакомого мне человека. В эпоху всеобщей информатизации и интернетизации, когда каждый сам себе и журналист, и режиссер, и блогер, как не оседлать очередную резонансную волну, или, выражаясь языком молодежи, как не хайпануть. Сегодня в тренде все, что связано с водимыми QR-кодами. Для государства и бизнеса это тяжелое испытание, как грамотно организовать процесс, справиться с потоками посетителей. Для части блогеров забавный эксперимент, как то же самое государство, или вернее охранника на входе обмануть, подсунув ему фальшивый QR-код. Весело, поучительно, может быть полезно. Смотрите, мол, что творится, какие есть упущения, а где-то и настоящий бардак. На брифинге в Татмедиа, посвященному организации режима работы республики в эти нерабочие недели, с 30 октября и как минимум до 7 ноября вице-премьер Лейла Фазлеева обратила на другой аспект этой, как сейчас выясняется, совсем невеселой проблемы. Одно из изданий написало, что вот наш корреспондент прям вот проник на объект вопреки всему. Молодец. Но только таким образом он может заразить другого человека в том числе. Цена такого эксперимента может быть очень высока и может измеряться даже человеческими жизнями. Опасный вирус не щадит никого, поэтому республика вынуждена идти на крайне непопулярные и жесткие меры и ограничения. Они фактически уже введены и действуют. На кого распространяются запреты и как долго они продлятся? На брифинге прозвучало: ограничения будут действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и как минимум до 7 ноября, но с высокой долей вероятности будут продлены и дальше. Хочу сразу оговориться, что меры на территории Республики Татарстан нужно рассматривать как более жесткие, нежели меры, которые определены в указе президента Российской Федерации. Что это за меры и кого они затрагивают? С 30 октября татарстанцы старше 60 лет, которые не привились и не переболели в последние полгода коронавирусом, отправляются на обязательную самоизоляцию. Раньше ограничение касалось лиц старше 65. В нерабочий период свою деятельность продолжат все кафе, рестораны и торговые центры. Но попасть в них можно будет только по QR-кодам или справке о перенесенном коронавирусе за последние 6 месяцев. Заветный документ понадобится для входа в бассейны, спортивные и фитнес-центры, аквапарки, а также для доступа в торговые центры и объекты розничной торговли площадью свыше 150 квадратных метров. Раньше было больше 400 квадратных метров. Сертификат не нужен, если вы заказываете еду на вынос или доставку на дом. Не спросят QR-код в общепите, в аэропортах и вокзалах. Как отметили в оперштабе, продолжат работать детские сады, пришкольные лагеря и вузы. Весь этот период осуществляет свою работу ряд предприятий и учреждений. Предприятия непрерывного цикла, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность республики. Они не выходят на выходные дни в силу необходимости осуществления работы по поддержанию жизнедеятельности республики. В соответствии с этим у всех тех, кто работает, есть потребность в работе образовательных организациях разной ступени. С 30 октября отменяются любые зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе для детей. Запрещена ночная торговля всех магазинов и общепита. Исключение автовокзалы и аэропорты, придорожные кафе, а также аптеки и АЗС. Все выданные Роспотребнадзором разрешения на ночную работу кафе прекратили действие, услуги бани и саун ночью также недоступны. До 7 ноября запрещены ярмарки и выставки, кроме тех, что проводятся на улице. Дети до 18 лет в торговых и торгово-развлекательных центрах обязаны находиться с родителями. Запрет распространяется на осуществление деятельности развлекательных центров и комплексов, развлекательных подразделений в торговых центрах, в торгово-развлекательных центрах, аттракционов, расположенных в помещениях, а также букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов, ломбардов. Кроме того, с 15 ноября вводятся дополнительные меры и ограничения. Так, QR-код на спортивных и культурных мероприятиях требуется повсеместно. Его необходимо будет подтвердить документом о личности. А вот работа общественного транспорта будет проходить без изменений, разве что будет значительно усилена работа по борьбе с пассажирами без масок. Для бизнеса, особенно для торговли, общепита и сферы услуг, все эти ограничения, безусловно, удар. Но, как мы выяснили в процессе общения с предпринимателями, удар не смертельный. Шокового состояния нет, что, безусловно, радует. Возможно, повлияло то, что бизнес уже переживал локдаун в 2020-м и сейчас живет по принципу «надеемся на лучшее, но готовимся к худшему». Как говорил у нас
можно сказать, уже классик один, да, известный политик. Никогда такого не было, и вот опять. И в одном чате увидел, только вот прошла значит, информация прошла, значит, ура, нас не закрывают. Сейчас предпринимателям очень тяжело, на самом деле, прогнозировать на слишком большой период. Вот в чем дело. Неопределенность, она, конечно, ну, как бы расшатывает и базис бизнеса, да, и какие-то и планы, и финансовые какие-то возможности. Другая тяжелая для бизнеса реальность в том, что все запасы прошлых лет давно съедены, никакого, так сказать, жирка ни у кого в принципе нет. Зато есть тяжелое бремя кредитов и необходимость платить по коммуналке и арендным платежам, даже если посетителей и, соответственно, выручки нет. Поэтому среди озвученных мер поддержки такие: реструктуризация действующих кредитов, в том числе полученных ранее по программе ФОД 3.0. Уже объявлено о старте второго этапа этой программы. Теперь на льготный кредит могут также претендовать стоматологии, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, службы по ремонту компьютеров, организации, занимающиеся дополнительным образованием и уходом за детьми. Условие — сохранить 90% работников. Компании и ИП смогут получить грант в размере МРОТ на одного работника. Заявки можно подать через налоговую службу с 1 ноября. Выплаты будут проводиться с 15 ноября по 31 декабря. Хотя бы тот же МРОТ, да, но там же есть тоже нюанс. Как только мы его выдаем, мы обязаны как налогоплательщик оплатить все социальные налоги. И получается так, у нас нет денег ни на то, ни на другое, и не совсем удобство, да. И я сторонник того, чтобы на вот этот грант, который, даже если мы его получим, чтобы освободили нас от налогов, да. Оставим всех своих сотрудников, мы будем сохранять рабочие места. Мы готовы поддержать, чтобы не было всплеска, да, безработицы. Но для этого вот мы хотели бы, чтобы нам выделили субсидии невозвратные. Потому что мы закредитованы, мы реально, весь бизнес уже закредитован за эти 1,5 года, которые мы находимся в этой ситуации. Самое важное, что между бизнесом и чиновниками, кажется, появилась обратная связь. После открытого письма челнинских предпринимателей состоялся конструктивный разговор с руководителем управления Роспотребнадзора по Татарстану Мариной Потяшиной. Когда нас просто схлопнули, предприниматели, предприятия закрыли, в этот раз намного осознаннее, да, жестко. Ну, что поделаешь, мы все в этой обстановке, не только предприниматели. Главное — сберечь людей. Потерь очень много. Я услышала бизнес. Мы услышали, что они очень настроены на то, чтобы все соблюдать, что они очень готовы к тому, что и очень надеются, что эти меры скоро отменятся. И мы тоже, в общем-то, не настроены это затягивать. Как только ситуация будет стабилизироваться. Эта самая стабилизация, не исключено, может наступить в период нерабочих недель. Все, в принципе, зависит от нас самих, от темпов вакцинации, нашей дисциплины и соблюдения всех мер предосторожности. На это надеется и бизнес. Мы очень надеемся на то, что после 3 числа мы посчитали, что это будет 2-я вакцина уже получена людям, которые с 11 числа уже начали вакцинироваться, что будет прибавление именно людей, гостей в наши заведения уже с QR-кодами. Будем и мы надеяться на лучшее, ведь это лучшее зависит от нас самих. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней.